Здравствуйте. А, Слышно ли звук? Кто есть, пожалуйста, ответьте. Слышно ли, видно ли меня? Кто у нас есть в эфире, пожалуйста, сообщите. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Добрый день всем. Хорошо, не вижу пока ваших плюсиков, но уже пора начинать. Здравствуйте всем еще раз. А, С вами сегодня психолог Людмила Нестерова. И тема нашего занятия — эмоциональное состояние как фактор благополучия личности, самопомощь и поддержка. Итак, мы все с вами знаем о том, что человек — существо общественное. Социум влияет на развитие личности, да? Причем это влияние может быть как негативным, так и позитивным. И люди со здоровой психикой чувствуют себя достаточно уверенно и благополучно в любом обществе. И в здоровом обществе, как правило, формируются здоровые личности. То есть мы говорим о том, что ребенок, когда рождается, он попадает сразу же в общество, да, и растет в маленьком микросоциуме своей семьи. И о том, насколько здоровой будет энергетика в этой семье, насколько здоровым будет пространство отношений и эмоционального а, пространства в этой семье, да, от этого зависит, конечно же, как ребенок будет себя чувствовать, как он будет развиваться, да, как он будет доверять миру. А, Зависит практически все базовые а, вещи, которые закладываются в самом детском возрасте, и становясь старше и старше, человек, вот получив эту базу в детстве, да, эмоционального доверия, принятия, несет с собой такую программу хорошую, да. Если же в детстве происходят какие-то психологически травмирующие события, которые отражаются на личностном развитии ребенка, да, соответственно, вот эти детские травмы, они могут в дальнейшем очень негативно влиять на ребенка. И вот как раз мы сегодня с вами говорим о том, чтобы как рассмотреть эмоциональное состояние человека как фактор благополучия и развития личности, да, о том, как же эмоциональное состояние связано с развитием личности, с ощущением личного счастья, с тем, как человек относится к жизни и счастлив ли он. Да? И мы с вами переходим к следующему нашему слайду. И мы говорим о том, что успешность жизненного пути как раз уже взрослого, сформированного человека самым тесным образом связана с его семейными отношениями, с его трудовой деятельностью и, конечно же, с его эмоциональным состоянием. Важнейшая задача, стоящая перед человеком в юности, ранней взрослости, это установление своей идентичности в близких отношениях с другими людьми и в трудовой деятельности в том числе. И таким образом формируется я-концепция. Выражая себя и самосовершенствуясь, человек приобретает свою идентичность, свою я-концепцию, что служит для него как раз этим самым источником эмоционального благополучия и переживания счастья. Как же формируется я-концепция личности? Да? Интересный вопрос. Формирование я-концепции особенно активно идет в период ранней взрослости, да, когда человек себя узнает в разных ситуациях и складывает о себе мнение. Какой я? Как я представляю
себе то, каким видят меня другими, кем я стану в будущем, а, каким, как мне кажется, другие хотят, чтобы я стал, да, кто я есть на самом деле, каким я вижу себя. Вот такие вопросы задает себе человек в ранней взрослости, да, в юности, когда формируется, закладывается его я-концепция. И здесь как раз очень тесно, опять же, связано с семейными отношениями, да, с тем, как видят его в семье, принимаем ли он, любим ли он, ценен ли он, да. И чем больше, более благоприятная обстановка в семье, тем более успешным человек формируется. При этом немаловажно также, и как и окружающая среда, да, то есть не только внутренняя семейная обстановка влияет на растущего человека, да, развивающегося, становящегося личностью, которая знает себя, но и то, как к нему относятся другие люди, да, об этом он узнает, попадая в какие-то разные ситуации, да, в разные м, отношения с другими людьми. Прежде всего, это в ранней школе, да, когда попадает в мир младший дошкольный возраст, да, когда он попадает в мир отношений с учителем, с другим взрослым, да, затем со сверстниками в подростковом возрасте, когда они становятся для него ведущей группой, а, узнает, впитывает, попадает в новые ситуации, все больше себя узнает. И таким образом у человека формируется представление о самом себе, система установок относительно собственной личности. И эта система дополняется в течение всей жизни. Человек формируется, дополняет, чем более он гибкий, да, чем более он смелый, да, и осваивает все новые виды, какие-то роли, примеряет для себя другие отношения, да, тем более он будет адаптивным, тем более он будет видеть себя с разных сторон, пробовать новое и все больше узнавая себя, формировать, опять же, свою я-концепцию, знание себя. Я-концепция формируется в связи с самореализацией личности, стремлением к актуализации себя в обществе, в мире, в профессии, в семье. И вот это стремление к актуализации себя в обществе, мотивирующий стимул развития я-концепции. То есть чем больше человек проявляет себя истинным, настоящим, тем, кем он является на самом деле, и таким образом актуализируясь и в семье, и в отношениях в обществе, и в трудовой деятельности, тем больше он формирует свою вот эту истинную я-концепцию, да, знание о себе. И я-концепция взрослого не всегда соответствует его собственному я-образу, да, отражающему преимущественно личностные переживания. То есть бывает так, что личностные переживания — это что-то внутреннее, о чем человек не делится, не рассказывает о себе, ну, такое вот личное пространство, да, есть такой вот я-образ, который он показывает мир, да, и, соответственно, эти два образа могут быть разными, да, не совпадающими, и это нормально, что внутренний, да, такой вот мир, может быть, не всем раскрываем и виден. Хорошо, двигаемся дальше. Добрый день. Кто присоединяется, всех приветствую. Мы продолжаем. Я-концепция в теории концепции Карла Роджерса включает в себя и идеи, и цели, и ценности, и опыт. Все это формирует концепцию личности человека. И как раз задача, исходя из этой концепции, узнать себя, определить свои особенности, принять себя таким, какой я есть, и жить и быть в гармонии с собой. Да? То есть гармоничное состояние концепции ощущается как раз как эмоциональное благополучие, состояние счастья. Когда внутренний потенциал человека проявлен, актуализирован вовне, и, соответственно, человек чувствует себя реализованным, принятым, таким, какой он действительно есть внутри.
Соответственно, когда нет несоответствия между переживаниями человека и его концепцией, такая гармония достигается посредством самоактуализации. Да? Самосовершенствуясь, все больше проявляя себя в разных отношениях, в разных а, ситуациях трудовых, да, все больше получая ценный опыт, человек все больше узнает себя и понимает, кем же он на самом деле является и кем он на самом деле хочет быть. И все больше стремясь к этому состоянию, этот процесс и называется самоактуализация, да, когда самосовершенствуется, приближается как раз к этому состоянию, мое место в мире, да, я знаю, кто я, моя личная актуальность здесь и сейчас. И вот как раз эта активная жизненная позиция делает человека более успешным и счастливым, когда он ощущает вот такое соответствие между внутренним миром и тем, что он проявляет вовне, свой потенциал. Мгм. Это называется таким образом, да, целостный образ собственного «я», когда человек ощущает свою «я»-концепцию как состояние гармонии, баланса, уравновешенное. Уравновешенное представление между тем, каков человек на самом деле, что он думает о себе, его потенциалом, да, его ядром личности и тем, что он проявляет вовне. И вот здесь как раз мы с вами видим на следующем слайде о том, что я-образ — это как раз непосредственно то, что человек является собой, и те чувства, которые испытывает. И вот соответствие, такое понятие, как конгруентность, соответствие я-концепции достигается посредством самоактуализации. Именно ощущение баланса, гармонии, соответствия между потенциалом человека и реальной действительностью является условием эмоционального благополучия и фактором, обуславливающим переживание счастья. И вот здесь мы как раз видим на следующем слайде о том, что а, есть некоторый идеал, я-идеал, каким я хочу быть, система идеалов личности, ценностных ориентиров, мировоззрения, да, к тому, к которому человек внутри стремится, да, потенциал, заложенный в нем. Есть я-образ, это каким я себя представляю в настоящем момент, здесь и сейчас, да, насколько я соответствую вот тому, что я внутри в себе несу, да, каков мой потенциал и как я это проявляю. И я отраженная. Что думают обо мне другие? Соответствует ли то, что я действительно представляю о себе, как я себя проявляю в этом мире, тому, что другие обо мне думают? Да? Есть ли это соответствие? Вот путем такого сравнения, путем попадания в разные ситуации жизненные, человек все больше приходит к тому, что он, как он отражается в этом мире, да, как он проявляется, как он виден другими. И здесь как раз важны вот такие я составляющие я концепции, да, что я хочу, что я могу, и как я это делаю, нравлюсь ли я нравлюсь. Исходя из теоретического анализа как раз различных подходов к проблеме счастья, определяющего его эмоциональное благополучие, можно заключить, что глубинный смысл жизни человека заключается как раз в реализации заложенного в него изначально потенциала. То есть у каждого человека есть какие-то способности, которые ему даны, да, то есть кто-то силен в одной сфере, в области рисования, будет великим художником, кто-то другой хорошо поет, а третий хорошо учит, да, и будет прекрасным учителем. Вот, поэтому все больше узнавая себя и сравнивая, что же мне нравится, а что я хочу делать, что я могу, чем мне приятно заниматься, да, человек проявляет свой глубинный смысл. И чем больше его жизнь наполнена тем, что действительно ему нравится, и тем, что он может и умеет делать, а, тем больше он проявлен и как раз актуализирован, да, самоактуализирован. И вот движение по пути самовыражения приносит человеку счастье.
Реализуя себя в активной деятельности, либо в любви деятельности, в творчестве, получая удовольствие от самоотдачи, человек находит источник наибольшего удовлетворения и радости, любовь к своему делу. Стремление реализовать свой потенциал является фактором, обуславливающим развитие счастливой личности. Я делаю то, что люблю, я люблю то, что я делаю. Такая вот формула, по которой можно сравнить, а я на пути вот этого счастья или нет. Хорошо. Почему-то у меня видео зависло. Хотелось бы понять, вы меня видите, слышите? Мгм. Если кто-то мне сейчас поставит плюсик, что слышно, то мгм, будет понятно. Ну, по-моему, пошло видео, да. Мгм. Тогда продолжаем. И вот как раз преобладающее эмоциональное состояние — это настроение, тот эмоциональный фон, на котором идет жизнь человека со всеми его компонентами. Любое эмоциональное состояние оказывает влияние на поведение и деятельность человека. Спасибо за ваши плюсики, благодарю вас. И вот как раз функцией настроения является информирование об общем состоянии и потребностях человека. Вот мы здесь с вами видим пирамиду потребностей Маслоу, и как раз о том, что самые базовые — это физиологические потребности. Еда, сон, а затем потребности в безопасности, стабильность, здоровье. Третий блок этой пирамиды — это любовь, дружба, в семье ли я, да, есть ли у меня общение, признание, принятие. А, а следующее, что у нас, это потребность в признании, потребность в уважении окружающих, которая формирует самооценку личности. Да? Это как раз тоже про то, чтобы в семье была такая благостная атмосфера. И следующая потребность — самовыражения, самоактуализации, самая верхушечка — это про то, как человек себя проявляет в этом мире, да, как раз о том, насколько он идет по дороге самовыражения. И вот здесь как раз в семье, если к этому возвращаться, да, хорошо, когда ребенку дают пространство для творчества, для того, чтобы проявлять себя в разных видах творчества и понимать, что же мне нравится, что же я люблю, чем же я готов наполнить свою жизнь, чтобы быть счастливым, да, счастливой личностью, счастливой, благополучным, ощущая, жить свою жизнь, ощущая удовольствие, радость, счастье. Переходим к следующему слайду. Как раз мы здесь видим о том, что эмоция, эмоциональное состояние — это сигнал, что что-то не так, или наоборот, что все в порядке. Эмоции — это сигнал, обратная связь от мира. И эмоциональные реакции как раз проявляются в виде субъективных переживаний своего отношения ко всему, что человек познает и делает, к тому, что его окружает. Эмоциональные реакции могут иметь различную окраску, полярность. Да? То есть это радость и печаль, восторг или разочарование, жалость или агрессия, боль или стыд. Разные абсолютно спектр эмоций, которые говорят человеку, да, о том, насколько же вот это соответствие его внутреннего потенциала и внешнего отражения соответствую ли я тому, что я в себе несу внутренне. И если есть соответствие, то эмоции будут положительные. Да? Если же соответствия нет, соответственно, эмоции будут говорить о том, что нет, надо поискать потребность, которая не удовлетворена, и пройтись по этой пирамиде потребностей, да, что же я в этот момент сейчас хочу, чтобы быть счастливым. Может быть, я хочу поесть, или, может быть, я хочу, чтобы я был уважаем и принят, да, и любим. Следующий слайд. Мы видим о том, что эмоциональные реакции людей на одинаковую ситуацию различны, субъективны, и разные люди по-разному переживают и выражают свои эмоции.
И это определено разными причинами и особенностями индивидуальной ситуации. И обусловлены эти реакции, да, генетической составляющей, да, о том, какие могут быть врожденные реакции, да, принесенные по вот этой линии. Приобретенным жизненным опытом также регулируется эмоциональная реакция. И личностным смыслом. То есть насколько для одного, может быть, человека важно выйти на публике и выступить, да, и это для него имеет особенное значение. А для другого человека это не важно, у него нет таких ситуаций, он, в принципе, не выступает нигде, да, и не хочет выступать. Да, это вот и есть личный смысл, да, о том, что для человека важно. Для кого-то важно играть на скрипке, он делает это и стремится, и хочет быть услышанным, чтобы ему музыка нравилась, а другой к этой музыке на скрипке вообще абсолютно спокойно, ровно дышит, она его не вдохновляет ни на что, не интересуется, не знает, не слушает, ему некрасиво и не идет эта музыка. Да? То есть это опять про личностный смысл. Переходим к следующему слайду. И как раз говорим о том, что длительные негативные неотреагированные эмоции могут истощить организм. То есть что происходит, когда человек достаточно долго испытывает негативную эмоцию? Мы с вами не пропустили слайды. Сейчас посмотрим. Наша психика устроена таким образом, что долго испытывая какое-то негативное состояние, эмоцию, человек закрывается, да, от этой эмоции и становится нечувствительным по каким-то причинам. То есть включаются защитные механизмы, такая психологическая защита. Это понятие глубины психологии, обозначающее неосознаваемый психический процесс, направленный на минимизацию отрицательных переживаний. И защитные механизмы как раз лежат в основе процесса сопротивления. Да? То есть человек иногда сам не понимает, почему он вот эта ситуация никак его не волнует. Да? Просто закрытый канал связи. Когда долго какая-то болезненная ситуация в этой сфере беспокоила, тревожила, но была не отреагирована адекватно, да, то есть эмоция не привела к тому, чтобы потребность была удовлетворена. Тогда что организм понимает, ага, эта эмоция бесполезна, в эту сторону никаких движений и шагов не предпринято, тогда что лучше ее блокировать, выключить, закрыть этот канал, и человек перестает чувствовать. Таким образом, теряют чувствительность. Да? Поэтому очень важно как раз осознавать, а чего же я хочу, к чему меня побуждает эмоция, для того, чтобы выражать адекватно и конструктивно двигаться в сторону той жизненной ситуации, потребности, да, в которой неудовлетворенность реальная. И, соответственно, какие-то шаги делать, устранять, влиять, либо влиять на себя и на свое восприятие ситуации, да, что тоже можно поменять, чтобы эмоция изменила свой полюс. И таким образом, долго испытывая, например, вот такие заблокированные чувства, не реагируя, да, могут включиться психосоматические симптомы, как сигналы, да, что что-таки ты все-таки не слышишь, не видишь, не ощущаешь, не чувствуешь в эту сторону, ты блокируешь эту эмоцию, да, она не может остаться незамеченной, когда она уже на уровне тела, выходит в каких-то местах, показывает человеку, вот болит здесь, да, надо посмотреть и покопаться, о чем же она болит. А так работает психосоматика. И такая психосоматика достаточно часто становится хронической, если вовремя не разобрана, не вытащена, не распознана. Хорошо, дальше двигаемся. Вместе с тем полное отсутствие эмоций, апатия, да, тоже так, не норма, вредное состояние для организма. Говорит о том, что эмоции подавляются, как раз о том, что человек закрывается от каких-то переживаний, включаются патологические механизмы защиты психики. Да, то есть бывает, иногда мы встречаем людей, которые вот, как будто маска на лице, и он не проявляется никак, не радуется, не печалится, а просто, как, что сказать, на робота похож. Да? Вот тоже апатичный такой
вид реагирования, да, он тоже на самом деле за собой какую-то внутреннюю причину несет. Здесь тоже есть куда посмотреть, обратить внимание и, в общем, разбираться. Вот механизмы психологической адаптации, защиты психики могут быть как нормальными, так и патологическими. А, мгм. И вот из всех эмоциональных феноменов настроение, тот фон, на котором мы живем, является самым неопределенным. В обыденном сознании в нашем кругу мы обычно говорим, что часто понимается хорошее или плохое расположение духа, да, про наше настроение. И вот настрой человека в данный момент общаться, чем-то заниматься, соглашаться или не соглашаться, это и есть настроение. Настроение предрасполагает человека к переживанию определенных эмоций. Настроение может быть обусловлено как биохимическими сдвигами в организме, так и внутренними. Тогда как внутренние биохимические изменения сами по себе не способны вызвать такие специфические сложные эмоции, как ревность и гордость. Да? То есть это уже какое-то сочетание, когда ревность и гордость возникает, да, то это сложная эмоция, когда человек попадает в какие-то определенные условия, да, и смешанное чувство. Настроение характеризуется слабой интенсивностью, значительной длительностью и неясностью его причин. И как раз оно и сигналит нам о том, да, есть ли в жизни ощущение счастья, эмоционального благополучия. Этот вот эмоциональный фон. Как же жить в потоке? Что это такое вообще? Сейчас часто модно это услышать, да? А это как раз про настроение, про то, насколько человек чувствует себя в соответствии с тем, что он отражает, что он излучает. Все зависит от интенсивности и продолжительности эмоциональных переживаний. Для здоровой психики характерно положительное эмоциональное состояние, устойчивый характер откликов на различные события и факты. То есть жизнь воспринимается здоровой психикой как поток событий, на которые человек реагирует по-разному, а затем возвращаясь и восстанавливая свое нормальное состояние, настроение. Именно эмоциональное состояние оказывает мощное влияние на психическое здоровье и является его надежным индикатором эмоционального благополучия. Поэтому негативное эмоциональное состояние — показатель ухудшения, да, здоровья в целом. Как только эмоции сменяются и долго человек в плохом настроении, надо обратить внимание и на свое здоровье, и на а, то, чем я занимаюсь, в какую сторону я двигаюсь, да, какие мои потребности все-таки сейчас на данный момент не удовлетворяются, да, в какую сторону посмотреть, чтобы быть счастливым. Как будто бы наше состояние вот сигналит о том, как вернуться в этот поток, да, посмотреть на свою жизнь. Слабая интенсивность и связанная с этим плохая осознаваемость являются характеристиками настроения. Настроение может осознаваться не только как общее эмоциональное, но и как четко идентифицируемое переживание. Скука, тоска, печаль, радость. Настроение может осознаваться как отчетливо, так и неотчетливо. Да? Мы об этом знаем. И настроение связано со всеми переживаниями личностями, определяется как сочетание отдельных психических состояний, одно из которых, как правило, доминирует, придает психическая деятельность человека определенную эмоциональную окраску. Мгм. Сейчас я посмотрю, видео у нас подвисает почему-то. Слышно ли, видно ли меня? Мгм. Слышно, да? Хорошо. Поехали дальше. И что же такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект это как раз способность человека, да, осознавать свои эмоции. То есть эмоциональная осознанность. Мы видим с вами на следующем слайде о том, как потребности влияют, да, на
то, чтобы эмоция призывала нас к какому-то действию. А, То есть есть как определенная ситуация, да, в которой возникает эмоция. И вот эта эмоция как раз сквозь пирамиду потребностей, проходя, должна приводить к определенному действию, которое, соответственно, разряжает эмоцию и приводит либо к результату, да, к тому, чтобы довести человека. Если я хочу есть, я голоден, я осознаю, что а, я сейчас злюсь, потому что я голодный. Да? И чтобы мне эту злость, соответственно, нивелировать, да, мне нужно поесть. Человек идет, ест, действие совершает и, соответственно, а, получает эмоции удовольствия, да, взамен. Все нормально, все хорошо. Я поел, я подкрепился. То же самое касается безопасности, да, если человек не чувствует себя в безопасности, и это эмоционально говорит ему, его тело о том, что ты в безопасности, что ты не в безопасности. Соответственно, привести к такому действию это должна эмоция, чтобы человек стал в безопасности. То же самое касается других уровней уважения, принятия, да, самовыражения. Все эти уровни проходят сквозь пирамиду. Презентацию можно скачать или на почте будет. Это к организаторам вопрос. Мы с вами продолжаем. И вот как раз, опять же, вот эти потребности, да, чем более эмоционально зрелым является человек, тем более развит его эмоциональный интеллект, который отражает общую адаптивность к ситуациям жизни, способность распознавать эмоции и настроения как сигнал своего физического и духовного состояния и умение вовремя отреагировать негативную эмоцию вовне, озвучить, найти ее причину, предпринять какое-либо действие или изменить отношения, принять ситуацию. И то, насколько человек умеет как раз восстановить вот этот эмоциональный баланс, это и есть эмоциональный интеллект. В норме хорошее настроение, да, когда радость, я могу свернуть горы, у меня есть вдохновение, желание, стремление, силы для того, чтобы реализовать себя. Да? Такая вот норма. Ощущение счастья, потенциала, да, гармонии с миром. А вот когда сил нет на исходе, да, наоборот, а, человек никак не может понять, о чем же, да, что сейчас происходит не так, а в какую сторону мне двигаться. Вот как раз чем более эмоционально осознан человек, тем больше он может понять, про что это, исправить ситуацию таким образом, чтобы чувствовать себя счастливым. И развитый эмоциональный интеллект это осознанность эмоций, состояний и своих потребностей. И в структуре настроения выделяют 5 компонентов. Оценочный, эмоциональный, когнитивный, мотивационный и компонент физического самочувствия. Оценочный компонент связан с отношением человека к происходящему, что с ним вокруг него, что включает в себя ряд элементов структуры отношений личности. И здесь как раз, естественно, этот компонент связан с самооценкой, с принятием себя, с такими особенностями, как удовлетворенность отношениями с миром, с природой, с людьми, насколько меня оценивают, да, люди окружающие, насколько красиво вокруг меня, да, насколько я оцениваю то, что со мной происходит. Этот оценочный компонент настроения. В этом компоненте особую роль играет соответствие или несоответствие воспринимаемого и желаемого. Как я оцениваю то, что со мной происходит? Я на пути того, что, к чему я стремлюсь, к чему я хочу в этой жизни, или все-таки нет? Хорошо, двигаемся дальше. Эмоциональный компонент характеризует доминирующие эмоции. Формирование актуального и относительно устойчивого состояния объединяет различные чувства и переживания с разным влиянием на чувственный тон. Возникает эмоциональная доминанта, то есть эмоциональный компонент настроения. В него входят как раз также переживания телесного благополучия, физического комфорта или дискомфорта. То есть если человек плохо себя чувствует, то остальные эмоции, да, остальные доминанты, как правило, блокируется. То есть если больно где-то, да, то, как правило, сразу же настроение портится. Об этом тоже важно знать и понимать про себя, что радость и боль практически несовместимы. А, как,
Когнитивный компонент настроения образует интерпретация текущей жизненной ситуации, полнота ее понимания, прогноз перспектив развития ситуации, интерпретация и оценка своего телесного и духовного здоровья. И как раз когнитивный компонент входит в представление о себе, то, что я о себе думаю, то, что я о себе знаю, что я ожидаю от жизненной ситуации, как я вижу то, что будет сегодня. Да. Мотивационный компонент настроения а, процесс мотивации и его интенсивность и характер протекания в существенной мере определяют интенсивность эмоциональных процессов, остроту реакции на ситуацию и развитие событий. Ну, мотивационный — это о том, ради чего я это делаю, да? То есть ради чего я здесь и сейчас нахожусь и ради чего я а, предпринимаю те или иные действия или не предпринимаю. Да? Вот это вот компонент мотивации включает в себя вопрос, а ради чего вообще всё это? Компонент физического самочувствия отражает органические, органическое самочувствие, тонус жизнедеятельности организма и те локализованные органические ощущения, которые исходят от внутренних органов. Да? То есть бывает что плохое самочувствие, потому что просто не хватает внутри органических веществ, витаминов, каких-то ну, гормональные какие-то изменения идут. Да? Соответственно, человек не понимает, почему испытывает такие эмоции. Ну, тут тоже надо разбираться, либо добавлять рацион, да, менять, поехать в санаторий и лечиться, подлечиться, привести свой физический компонент в норму для того, чтобы себя хорошо чувствовать. И вот как раз эмоции говорят о том, что то, что ты любишь, да, пересекается с чем, что у тебя хорошо получается, с тем, за что платят деньги, и, соответственно, успех. Когда вот все это вместе складывается, да, тогда человек все больше приближается к тому, что он счастлив. И для эмоционально зрелого человека характерно нормально испытывать весь спектр эмоций. Если эмоция не осознается, то она заменяется состоянием беспричинной тревоги, безотчетного плохого настроения, тоскливостью, раздражительностью, апатией, да, даже может. Эмоциональный компонент настроения является обобщающей характеристикой испытываемых человеком эмоций на протяжении определенного временного периода, как положительных, так и отрицательных, да? Мгм. И бывают ситуации, когда человеку трудно осознать, принять свои эмоции. И это нормально, разрешить себе чувствовать какие-то неправильные, на ваш взгляд, чувства. Да? То есть поискать, посмотреть, что на самом деле все эмоции имеют свою истинную причину. И испытывать иногда амбивалентные чувства тоже нормально. Испытывать негативные эмоции, гнев, страх, прощение к людям в местах, в ситуациях, где вот должны были бы проявить сочувствие или уважение, да, тоже нормально. Ну, чем больше человек честен с собой в эмоциональном плане, осознает свои истинные чувства, да, тем больше он а, и будет счастлив. Поэтому, когда вы говорите, я испытываю плохие чувства, меня не поймут, осудят, раскритикуют, вы в этом не уникальны. Хорошо и важно делиться чувствами, находить поддержку. В первую очередь это в семье, да, затем уже в остальных социальных сферах, да, чтобы сохранить эмоциональный баланс, рационально расходовать свои силы, не тратить ресурсы психики понапрасну, на перетирание, на внутреннюю борьбу, на умственную жвачку. Уметь восстановиться после сложной и трудной ситуации, трудного дня, как раз можно, поделившись, да, разделив эмоциональную вот эту нагрузку с кем-то, с кем человек близок, да, где он чувствует себя принятым. Ну, как правило, вот мы очень часто с вами возвращаемся к тому, чтобы человек был принят в семье, а, либо находить какие-то другие сообщества, где он может получить поддержку. Важно не держать в себе, а рассказать в кругу единомышленников, где вас выслушают без критики, безоценочно, в атмосфере принятия. Тогда а, эмоция будет выражена, она найдет свой выход и не будет уже внутренним напряжением, да, таким, которое внутри тревожит, беспокоит. И, соответственно, мы с вами переходим к следующему блоку вопросов. Это техники взаимопомощи и психологической поддержки. О том, как важно, почему так важно уметь поддерживать человека в такой ситуации. И умеем ли мы правильно поддерживать. Вот наряду с базовыми основными
ам, уважением, вниманием, заботой. Поддержка занимает очень важное место в партнерских и личных отношениях. Поддержка не дает человеку потерять уверенность в себе, наделяет, не наделяет его больше силы, да, а, не дает ему съедать себя изнутри и заниматься лишней самокритикой, помогает принять себя, восстановить, набраться сил, стать увереннее, повысить самооценку, почувствовать себя нужным и полезным. Поддержка делает человека сильнее и дает возможность эффективнее справиться с трудной жизненной для него ситуацией, наполняет энергией и жизненными силами. И вот сила поддержки, как же нужно правильно поддерживать, что такое поддержка и какой она должна быть. Очень хорошо, если в вашем окружении есть такие люди, которые способны эту поддержку оказать. В семье, да, как мы уже говорили. Но бывают люди, которые а, добивают или выбивают почву из-под ног, обесценивая, критикуя там, где человеку как раз нужна просто поддержка. От того, есть ли поддержка в отношениях или нет, зависит и сами отношения, и их стабильность, и возникновение треугольников, когда человек начинает получать поддержку на стороне, а не от своего партнера. Да, так очень часто бывает, что в семье, не находя поддержку, дети уходят в какие-то социальные компании, в секты, да. Почему вовлекаются? Потому что там на первом этапе их поддерживают, да, прежде чем потом с них ам, высосать всю энергию, да, то есть привлекают, они там приняты, они там нужны для чего-то. И, соответственно, почему так важна поддержка в семье, да, и поддержка партнера, супруга, а, того человека, с кем я выбираю провести свой жизненный путь, да. Если человек на каком-то уровне не получает поддержки и подпитки от партнера, то это одна из причин, по которой человек может создавать треугольные отношения. Хорошо, человеку в своей жизни приходится проходить через различные ситуации. Вспомните свою жизнь. Бывает, что оказывают очень важную для вас поддержку посторонние люди, когда ее не оказывают очень близкие, да, от которых, например, ожидалось. И мы поговорим о ценности и важности поддержки. То есть можно найти такое сообщество, да, которое действительно не деструктивно, а нормально, где мы можем получать эту поддержку. Что же такое поддержка? Поддержка — это действие, которое оказывается человеку с целью помочь ему справиться со своими эмоциями, волнением, страхами, сомнением, неуверенностью, и чтобы он стал сильнее и эффективнее справился с какой-то сложной для него ситуацией. Поддержка — это внешний, дополнительный, но не основной ресурс, на который может опираться человек внутри его личности. Это сильные стороны, его личные качества, это личный опыт, наработанные навыки. В каких случаях нужно оказывать поддержку? Есть целый ряд таких случаев. Трудная ситуация, когда человек оказался, это может быть что угодно. Потеря близкого человека, развод, крупная ссора или конфликт, возрастной кризис, травля, прогрессирующая какая-то болезнь. Да. А, Следующая ситуация — это важное событие, когда предстоит какое-то выступление, какая-то важная встреча, первое свидание, выступление перед аудиторией, экзамен. Тоже ситуация волнения, когда человеку нужна поддержка. Угроза, когда человеку что-то угрожает или надвигается угроза. Потеря здоровья, денег, работы, карьеры. А, мгм. Проблема выбора, когда человек предстоит важный выбор, он сильно колеблется, не знает, что выбрать, также нужна поддержка. Совершенные ошибки. Когда человек совершил ошибку, накосячил, сделал что-то не так, оступился, и то ему также нужна поддержка, чтобы он мог осознать, принять, признать, исправить, что он не один, да, что он все равно принимаем, и как личность он ценен, важен. Ну, его поведение соответствует тому, чтобы изменяться, но это не значит, что он совсем плохо. Да? Большие цели, планы, задачи. Когда целеустремленный человек ставит перед собой большие цели, планы, задачи, у него может хватать на это каких-то ресурсов, эмоциональных, материальных, личностных, психологических. И у него также может не хватать поддержки, да, вот, чтобы быть уверенным в себе. Однако нужно чувствовать ситуацию, когда ваша поддержка уместна и нужна. А, или когда вы только будете отвлекать человека от его действительно действий, которые ему нужно предпринять. Вот здесь как раз важно понимать, прекрасно справляется ли человек сам без посторонней помощи, либо ему действительно нужна поддержка. Но в этом случае, конечно же, важно спросить человека в первую очередь о том, нужна ли ему ваша помощь, ваш совет.
а, уместна ли она. Какие бывают виды поддержки? Моральная, практическая, эмоциональная, материальная, физическая, интеллектуальная и другая. И, соответственно, важно, чтобы поддержка была искренней. Да? То есть фальшивая поддержка чувствуется и совершенно не вдохновляет. Поэтому из чувства долженствования лучше не делать поддержку. Да? Лучше оказывать ее, когда действительно вы хотите помочь. Когда у вас есть на это силы, ресурсы свои собственные. Что можно сделать? В первую очередь, конечно, обнять. Да? Поднимаемся по пирамиде потребностей. И в первую очередь это физический контакт. И если человек близок, да, то обнять, положить руку, это будет поддержкой. Похвалить. Когда человек хорошо справился со своим заданием, да, замечать этот успех, это очень важно, да, подчеркнуть, что «О, классно у тебя это получилось», нежели концентрироваться на неудаче. Да, то есть неудачу можно немножечко так не заметить, например, это работает очень хорошо с детьми. Какие-то неудачи не замечать, а успехи, наоборот, подчеркивать и а, возносить, чтобы человек ориентировался на успех. Проявить сочувствие, сострадание. Иногда это очень важно, просто посидеть, побыть с человеком, дать ему надежду на то, что он не один, да, что говорить, выслушать, дать выговориться, выразить свои эмоции, таким образом поддержать. Четвертый вид поддержки. Обратиться к сильным сторонам, когда человек находится в стрессовой ситуации, сильно волнуется, он зачастую забывает о своих сильных сторонах. В этот момент как раз важно подчеркнуть, ты же вот молодец, ты можешь справиться, да, тогда такая была ситуация, вернуться к какому-то позитивному опыту, ты справился, у тебя получилось, ну и в этот раз все хорошо получится, ведь и ты такой замечательный, и подчеркнуть личностные особенности, качества человека, чтобы его поддержать. А, Дать грамотный совет. Здесь очень важно не раздавать свои советы налево и направо, да, а говорить человеку действительно то, что ему нужно. Когда человек у вас просит совет, да, это вот самое, нужна ли ваша сейчас 5 копеек, которые я хочу сейчас посоветовать, да, а нужно ли оно сейчас именно этому человеку. И грамотный своевременный совет может помочь как раз принять правильное решение. А, Помочь практически можно, да, тоже это будет поддержка. Что я могу для тебя сделать, чем я могу помочь? Может быть, это физическая, может, это материальная помощь. Да? Помочь материально, действительно, скажет, помоги деньгами. Например, когда случается пожар или какое-то бедствие, да, то обычно спрашивают, чем вам помочь. Ну вот очень часто бывает так, что люди собирают деньги просто на то, чтобы восстановить свою квартиру и сделать ремонт. И это будет уместно, да, когда с миру по нитке вы поможете человеку именно тем, что ему нужно. Использовать упражнения, техники, если вы их знаете, для того, чтобы, например, помочь сыну подготовиться к экзамену. А, Посоветовать то, что помогает вам. Да? Мне помогает собраться то-то и то-то. Это будет поддержкой. А каков твой способ? Ты можешь мой способ взять, да, но можешь и придумать что-то свое, что поддерживает именно тебя в этой ситуации. Да? И ты чувствуешь себя увереннее. Но если у человека у самого нет желания, конечно же, не навязывать. И вот 3 приема навстречу благополучию мы сейчас с вами разберем, поскольку психологическая самопомощь — это очень важная тема. Да? Мы можем поддержать человека только если мы сами себе можем помочь. И здесь как раз важны вот эти умения и навыки восстановить себя, чтобы поддерживать, соответственно, близких. Метод включения тела изнутри. Мгм. Основан на арт-терапии, исцеление искусством. Техника включает в себя как раз следующие действия, когда под музыку человек двигается так, как ему хочется. А, Это может быть танец, спонтанные движения, любые упражнения. Задача разогреться, да, почувствовать тело, как раз вернуться на физический уровень для того, чтобы быть больше, в большем контакте с самим собой. Прочувствовать каждый сустав, каждую часть тела. Да, и соответственно, найти вот как раз те эти слепые пятна, в которых заблокированы эмоции,
не отреагировано по каким-то причинам, да, и постараться туда направить внимание, прочувствовать, а, поскольку тело — это как чаша нашего эмоционального опыта, где накапливается разная эмоциональная информация. Насколько больше человек может осознавать и чувствовать свое тело, а, как инструмент, да, выражения себя в этом мире, и в том числе эмоционально, инструмент, а, настолько он будет приближен к ощущению счастья. Хорошо. Двигаемся дальше. Техника, из чего состоит моя жизнь? Это техника психологической самопомощи состоит из осознания, переосмысливания происходящего, изменения отношения к нему. Да? Современный горожанин много действий выполняет на автопилоте, пребывая в какой-то суете, в каком-то колесе, а, и теряет спокойствие и подлинные ценности. Здесь как раз хороша такая техника, как ответьте письменно на вопросы о том, чем я занимаюсь, из чего состоит моя жизнь, что произошло со мной за последнее время, чего бы я хотела на самом деле, какие желания на самом деле двигают мною, да? С чем я хочу уже закончить и какие истории пора оставить в прошлом. Вот такой вот самоанализ, такая рефлексия помогает прояснить для себя, во что мы вовлечены и насколько это ценно, честно оценить себя, свои позиции, преобладающие эмоции, проверить степень неудовлетворенности происходящим вокруг и как раз поменять планы, да, что-то привнести, что-то изменить. Это личный способ решить свои психологические проблемы, разобраться в себе, прописать их, да, прописывать и вести дневник. Третье — помощь предков. Это способ эффективной психологической самопомощи, да, когда мы также ощущаем помощь предков. Ну, вот эту технику можно будет посмотреть мгм, о том, чтобы представить, как у человека два крыла. Да? То есть и за спиной человека стоит и всегда двое, да, всегда двое, это родители. И если даже по каким-то причинам родители, ну, такие за родителей тоже стоят двое. И, возможно, они как раз им что очень большой ресурс. Да, вот представить себе эти крылья и поискать, в каком крыле есть свет, в каком крыле есть энергия, в каком крыле есть а, те люди, те хранители рода, которые желают здоровья, успеха, а, ощущение богатства рода, да, что ваш богат род, что он полон мудрости, силы. И вот когда вы ощущаете эту поддержку, а, дерево рода, крылья рода, схема рода, да, тогда на самом деле человеку больше опоры это может дать в жизни. Понимание того, что вы не обособленный человек, вы звено в целой цепи рода. И вы справитесь с задачами и сложностями. Любая ситуация в вашей жизни уже когда-то разрешалась с кем-то из предков, и они посылают вам свою энергию. Также существуют коллективные технологии взаимопомощи. Добрый день всем присоединяющимся. Что это значит? Коллективные. Это вообще с древних времен идет, да, такие коллективные помощи а, друг другу, да, когда даже есть такой институт потлача называется, дара, когда у многих древних народов он существовал, и суть данного механизма во время значимых для субъекта событий ему оказывается дар в виде различных материальных объектов, благ. Однако в дальнейшем этот дар требует ответного дара, причем с избытком. Да? То есть такой вклад, поддержка. Подлость можно рассматривать как прообраз ранней формы страховой помощи, когда один член сообщества мог получить возмещение затрат от другого, причем в этом случае помощь носила императивный характер. То есть если что-то случилось, ему обязательно вот бери и все, тут тебя не спрашивают, да, это потом вернешь, когда понадобится. Поэтому пользуемся древними знаниями и обращаемся друг к другу за помощью, взаимоподдержкой. Да. Сейчас существует очень много таких вот групп, где древнейшие технологии социальной поддержки, да, и взаимоподдержки
на нашем, на современном уровне реализуется. Группы взаимопомощи. На чем они основаны? Да? Группа взаимопомощи — это обычно собирается под руководством лидера либо консультанта по мере возникновения запроса со стороны нуждающегося в помощи человека. И технология работы в такой группе, когда рассказ одного из участников в конкретном случае в профессиональной сфере или другой какой-либо трудности, а, это первое. А затем второе — обмен опытом, мыслями, чувствами, ассоциациями, фантазиями по поводу рассказа остальными участниками. То есть остальные участники с упором на свою жизнь, на свой опыт рассказывают и делятся впечатлениями, как, может быть, они поступали в этой ситуации, или что они сейчас видят, что они чувствуют по поводу этой ситуации, как они отражают этого человека. Да? То есть, опять же, формируя, меняя я концепцию человека участвовать в таких группах и меняя образ мысли, ситуации, да, меняет отношение к себе и обогащается опытом других людей. Чувства, мысли рассказчика по поводу отклика в группу сообщаются также группе, да, и, соответственно, общее завершение — это оценка руководителем группы, общая идея группы, решение, вывод какой-то. Да. Или это может быть просто уже послушали, это уже будет поддержка, и когда послушали друг друга и в такой группе что-то обсудили. И результатом обычно является процесс перестройки личности человека. Да? То есть он, работая в группе, сам себя перестраивает а, на многих уровнях. Что же нужно знать, да, чтобы оказывать поддержку? Во-первых, о том, что прежде чем помочь, нужно себя восстановить, позаботиться о том, чтобы не навредить. Поскольку если у человека у самого не хватает ресурсов, чтобы справиться со своими жизненными ситуациями, то, соответственно, как он может помочь другим, да? А, Нужно подумать, а хватит ли у меня ресурсов, сил, эмоционального своего сейчас ресурса, да, для того, чтобы побыть контейнером для другого человека, выслушать, не навешав своих каких-то оценок, да, приняв его чувства такими, какие они есть, что они важны, ценны, ам, и побыть просто рядом с человеком, да, принять, поддержать. Не всегда бывает своих достаточно ресурсов, и достаточно часто у партнеров случаются вот такие ссоры, когда друг друга не понимают, не слышат, не чувствуют, но просто не хватает своих ресурсов для того, чтобы а, понять и выслушать друг друга. Как оказать поддержку, да, как сказать, каким образом говорить? Говорить нужно спокойным, уверенным голосом, четкими, короткими фразами, в побудительном наклонении. Речь не должно быть сложно построенных фраз, предложений. Следует избегать частицу «не» и не говорить ужасающих слов, паника, катастрофа, ужас. Да, стараться какие-то более спокойные фразы формировать, для того, чтобы человека поддержать и успокоить. Сохранять самообладание, быть готовым к тому, чтобы вы можете столкнуться с различными эмоциональными реакциями, поступками человека. Да? То есть когда человек не в себе, неадекватен, эмоционально расстроен, неважно себя чувствует, он может отреагировать на вас агрессивно, и это не будет касаться лично вас. Да? Его переживания, его какие-то стрессы на него настолько повлияли, что он не справляется с эмоциями, соответственно, послал куда подальше. А вы к этому не были готовы и обиделись. Ну, тогда поддержка будет сведена на нет. Самое главное в таких случаях — сохранять спокойствие, дать человеку среагировать мимо вас. Да? То есть это не ко мне относилось, это твоя сейчас ситуативная эмоция, которая, ну пусть будет, да, ну ладно, переживай. Так, ошибки поддержки. Когда оказывают поддержку, которую не просят, а, это ошибка, да? То есть поддержка должна быть желаемой. Если человек хочет, то тогда вы его поддержите. Если же он не желает, то навязывать — это ошибка. А, Ошибка думать, что он сам справится, он взрослый. Взрослые люди сами решают свои проблемы, они перекладывают их на других. Но это не значит, что они не нуждаются в поддержке. Здесь можно узнать, какую помощь все-таки вы могли бы оказать человеку. Да, очень хорошо вопрос, чем я могу помочь? Ага, да, могу ли я помочь вообще?
И тут как раз взрослый человек либо воспользуется вашей помощью и поддержкой, скажет «да», либо скажет «нет, я справляюсь». Да? Но вот такой вопрос всегда будет уместен. Упреки. Упрекать, ругать человека, если он сделал что-то не так, если послушал вас, да, то вместо упреков лучше поддержать его, помочь исправить какие-то ошибки, да, показать, что, ну хорошо, да, так не работает, а как же может всё-таки быть в этой ситуации, чтобы было эффективно, да, перевести фокус внимания с неудачи на успех. Это будет поддержка. Критика. Ну, критиковать это на самом деле самое простое, нежели можно корректно и мягко обсудить с человеком допущенные ошибки, чтобы он их смог увидеть, да, обсудить его поведение, не переходя на личности. Мгм. Обесценивание. Ситуацию, в которой человек оказался, не стоит обесценивать, да, не стоит обесценивать старания человека, а также его самого, что он теперь ничего не значит. Поддержка — это обращение к ценностям человека и ценности в нем самом, да, что он справится, что бы ни случилось, найдет в себе силы и у него все получится. Такой вот одной фразы, да, одной веры, то, что все получится, иногда бывает достаточно, чтобы человек действительно достиг того, чего он планировал. Игнорирование, да, тоже не вариант для поддержки. Всегда найдутся те, кто войдет в его положение и поддержит. Но если среди вас среди тех, кто оказал поддержку, не окажется, то это вызовет между вами дистанцию, которую потом придется преодолевать другими способами. Поэтому поддержка убирает дистанцию между людьми. Да? Поэтому очень важно поддерживать близких в каких-то ситуациях, чтобы вот такая пропасть не нарисовалась. Если будет игнорироваться ребенок, да, и оставляться один со своими проблемами, то, соответственно, пропасть эмоционально обеспечена в контакте между родителями и детьми. Подавление эмоций. Если вы не даете человеку проживать и выражать эмоции, злость, обиду, вину, печаль, и способствуете их вытеснению или подавлению, обесцениванию, да, то это может со временем для него обернуться, соответственно, как раз перерасти в психосоматику или серьезные психологические проблемы. Поэтому важно а, проявить сострадание, сочувствие, переключиться со своей боли на что-то другое, что сможет отвлечь, но при этом не обесценивая сами чувства, давая им место. Бесполезны не нужны советы, остерегаться их, да, непрошенных, навязанных. Мгм. И, соответственно, поддержка должна помогать человеку самому справиться с ситуацией, успешно ее преодолеть. Нельзя делать что-то за самого человека или вместо него. Сильных людей тоже нужно поддерживать. Им тоже бывает трудно, и от такой поддержки они становятся еще сильнее. Вот. И вот основные принципы поддержки. Поддержку не просят, ее оказывают из любви, из заботы о человеке. Но если вы очень нуждаетесь в поддержке партнера, а он в силу каких-то причин ее вам не оказывает, то вы можете ее попросить у него сами. Да? То есть попросить поддержки — это тоже важно, и это тоже принцип. Если вам партнер не оказал поддержку, не стоит на него обижаться. Нужно просто поговорить эту ситуацию и сказать ему о том, что вы от него ожидали, но не получили. Возможно, партнер просто не знал или не почувствовал. Не хватило своих личных ресурсов для того, чтобы эту поддержку оказать. Но если он узнает, да, то, конечно же, он, может быть, в следующий раз среагирует по-другому. Всегда благодарить партнера за ту поддержку, которую он вам оказал. Это дает возможность понять ценность той поддержки, которую вы получили, и создает предпосылки для того, чтобы партнер и дальше будет вам ее оказывать. Никогда не обесценивайте поддержку партнера. Это может его демотивировать в будущем. Перестанет оказывать вам поддержку, соответственно, если скажут, ах, ты вот так, то я, значит, больше так не буду. Поддерживайте партнера на всех уровнях: морально, эмоционально, материально и своими действиями, знаниями, навыками, умениями. Да, на всех уровнях желательно иметь
подпитку со стороны таких вот здоровых партнерских отношений, да, чтобы на всех уровнях было взаимопонимание и поддержка друг друга. Тогда а, двое или семья становится сильнее, когда взаимная поддержка, взаимоуважение, взаимопомощь м, дают человеку как раз отражение, да, того, что он важен, того, что он ценен, того, что он любим. И помните, поддержка не освобождает человека от ответственности и прохождения важных для него уроков. То есть иногда действительно важно человеку пройти какие-то ошибки свои на пути, да, и ну, потерпеть неудачи для того, чтобы понять, что ага, если он так будет поступать и дальше, то скатится в какую-то яму не очень хорошую. Поэтому, отвечать за последствия, все-таки человек должен, да, и в том числе говорить об этом с детьми, да, о том, что каждый твой поступок ведет к последствиям. Да, и а, я могу тебе помочь и поддержать, и дать свободу, но все за тебя сделать я не могу, да. Впереди большой мир, большая жизнь, и, соответственно, только ты ее строишь своими поступками. Ну что ж, вот правильная поддержка, да, только помогает эти уроки грамотнее пройти, чтобы стать сильнее и увереннее. Я вам желаю всех благ, чтобы всегда в вашей жизни было эмоциональное благополучие, счастье, чтобы потенциал и энергия, которую вы в себе имеете, были реализованы, направлены, и вы получали от жизни радость, удовольствие, счастье, жили в потоке. И, конечно же, чтобы как раз в кругу близких была эта самая поддержка, потому что жизнь состоит из каких-то событий, из каких-то состояний, эмоций. И очень важно, вот, чтобы был такой круг людей, где вы приняты, где вы уважаемы, ценны и можете друг друга поддержать. Да? И вы всегда можете такое сообщество себе найти и построить, если ориентироваться на действительно свои истинные чувства, формировать такое пространство своих людей. А, Спасибо взаимно. Благодарю вас за внимание. Очень рада была сегодня быть с вами. С вами была психолог Людмила Нестерова. Буду рада вашим комментариям, а, да, каким-то, может быть, вопросам. Небольшим еще немножечко 5 минут отвечу, если у кого-то есть вопросы. И до новых встреч, до связи. Буду рада еще делиться с вами какой-то полезной, важной информацией. Спасибо. Очень рада вашим откликам, очень рада, что полезно. Спасибо вам за внимание. Ну что ж, благодарю вас за сегодняшнюю встречу. И тогда я вижу только благодарности, да, вопросов не вижу, поэтому будем завершать. А, Хорошего вам дня сегодня, и я буду видео выключать. Ну, а по поводу вопросов по презентации вы уже к организаторам зададите все эти вопросы и а, обратитесь с этой информацией к ним, да, по поводу презентации, я имею в виду. Ну что, всем пока, до новых встреч, счастливо. Мгм.